Дорогие друзья, сегодня у нас особенный специальный выпуск. Мы приехали в город Мирный не просто так, а в гости по приглашению нашего героя. Лев Колесов, свободный художник, дизайнер. Здравствуйте, Лев. Добрый день. Вот что мы можем приготовить такого интересного, красивого для декора, может быть, одежды или аксессуар какой-то, что вы можете посоветовать? Я предлагаю все-таки совместно сделать объемный цветок, потому что объемные цветы из ткани сейчас вот в тренде. Вот с прошлого года этот тренд перешел на этот год, год дракона, и цветы, ну, как мне кажется, цветы актуальны всегда. Я согласна. Вот особенно вот любят розочки, да, вот на шею там или куда-то банты. А вот банты, кстати, можно вешать? Конечно, объемная вещь, то есть сделанная своими руками из ткани, то есть из любой ткани, это всегда придает какой-то вот, ну, элемент, вот добавляешь, и уже появляется какая-то уникальность. Изюминка в образе, Изюминка, да? Но у нас вот есть материалы, их достаточно. Да, это футер с начесом, это у меня, они остались с моего маленького производства. Я выпускал в прошлом году коллекцию свитшотов удлиненных, и вот, собственно, остатки остались, и, ну, грех вот такие большие куски просто взять и выбрасывать. Я всегда за то, что за экономность и за безотходное производство. Да, точно. И вот из этой ткани я вообще не умею и не привык пользоваться лекалами. Я не умею работать с лекалами. Я всегда вот по наитию. Потому что, ну, в своей области, в своей сфере я достаточно долгое время работаю, поэтому, ну, может быть, и опыт, и знания какие-то, конечно, пригождаются каждый день. Мне кажется, это не только опыт и знания, это, наверное, надо чувствовать эту ткань, чтобы Ну, понимать. Да, структура ткани, конечно, от этого, то есть многое зависит, как поведет, как будет лежать, как будет и стоять, да, то, собственно, и объем придавать. Ну, вот сейчас вот мы из этой ткани прекрасно, она на ощупь мягкая, уютная, и цвет вот такой вот бледно-лимонный. Такой уже весенний. Весенний, Новый да. год мы пережили, теперь Да, готовимся уже к весне. двигаемся к весне. Поэтому я просто сейчас делаю по наитию. Подождите, давайте мы подробнее расскажем нашим телезрителям. Вот у нас абсолютно разных объемов вот материал, да, остатки. Вот мы давайте вот покажем. Какой мы примерно будем, ну, делать цветок, как он будет выглядеть? Мы сделаем розочку, сделаем разных размеров лепестки. Это вот, наверное, будет подобно этому как-то вот выглядеть, да? То есть вот наружные, да, внешние лепестки, они чуть больше и чуть длиннее, а вот внутри они маленькие. Будут Но за счет, мы потом соединим эти детали, вывернем, и тогда, то есть, уже визуально мы увидим объем и сколько нужно лепестков, мы уже потом, то есть, определим. Мы сейчас раскроим, ну, несколько штук, так, скажем, там, на 8 лепестков пусть будет. Хорошо. А как делать выкройку? Вот можете показать и объяснить? А я выкройки не делаю. Мы это уже поняли. Да, но... Я по наитию. То есть какой кусок передо мной лежит, я примерно, то есть визуально представляю. То есть прямоугольный такой кусочек? Да, да. Берем и, собственно, вот округляем. Вот и вот у нас сразу двойной вот такой вот лепесток будет. То есть лицевой и изнаночной стороны у нас не будет, потому что это объемная вещь и, собственно... С каждой стороны она должна выглядеть, ну, единого цвета. Так, это у нас будут пусть внешние лепестки большие, а потом сделаем, то есть сейчас делаем чуть меньше. Лев, ну вот пока вы делаете, вы можете рассказать, с чего началось ваше увлечение шитьем?
Мы это ваша Это мастер. отличный вопрос, да, я обожаю этот вопрос, все задают, и я всегда вот отвечаю, и, видимо, все-таки это у меня в крови, в генах, потому что мой дед, моя бабушка, собственно, они и шили, дед занимался, изготавливал мебель, то есть Ну и обшивал, соответственно, да? да, да. А бабушка, ну, это как у якутов, все якуты, то есть, ну, не все, да, но моя родня в большинстве все многодетные, и, ну, а многодетным мамам, ну, и с точки зрения экономии, и вообще жизнь такова, что надо уметь шить. И вот я, когда был маленький, конечно, я наблюдал. Она шила и чепраки, а потом лоскутные мозаику, вот это малюсенькие ткани. А во времена, то есть в 90-е годы, во времена вот глобального дефицита, да, она хранила вот малюсенькие вот кусочки, ну вот такие вот кусочки, она все это вот так вот сворачивала в трубочку и завязывала ниточками, потом она оборачивала все это дело еще в газету, и вот так она вот хранила годами. И вот когда ей что-то нужно, видать, она сама знает, какую ткань куда положила, она все это вот прекрасно достает и в прекрасном состоянии. То есть не в таком вот мятом виде, а потому что все это было, то есть с любовью все это было завернуто. И, такое вот уважительное отношение да, к тканям. к материалам. Ну и, собственно, национальные костюмы, холода, то есть якутский жилет, все это, собственно, то есть на главный якутский праздник на Исых, то есть изготавливалось в домашних условиях, да. Да? А какое ваше первое изделие было? Что вы сшили впервые? Ой, знаете, я вообще вот по ходу, это вот сейчас я анализирую, я люблю масштаб и глобальные вещи люблю. И мое первое изделие было вечернее платье. Хотя я в то время на электрической машинке не умел, ну, обыкновенно это иголкой. Но решил. Вечернее платье. Решил начать с самого сложного. Не сочтите за грубость, но вот недавно я буквально услышала выражение одного предпринимателя, который сказал: любой бизнес надо заходить уверенно и с ноги. Это получается, что вы так уверенно зашли в мир шитья, кройки. Да, и с ноги. прям. А что за платье? Для кого вы его шили? У меня сестра, ну, с детства. Так, тут надо начать, наверное, с того, что наши родители долгое время работали в сфере культуры. Отец был директором Дома культуры сельского, а мама была художественным руководителем. И, ну, в селе же население небольшое, и, собственно, чтобы построить, срежиссировать и вообще собрать какое-то вот мероприятие, нужны, конечно, артисты. Да, много артистов надо. И, собственно, мы с маленьких лет, вот с моими сестрами, я старший в семье, у меня 3 сестры, и были артистами. И когда надо, вышли, потанцевали, когда надо, вышли, спели. А родителей я всегда называю солдатами универсальными. У меня отец художник, а мама культуролог, ну, педагог. У них педагогическое образование, но так уж получилось, что они вот работали в Доме культуры. И, собственно, жизнь, наверное, заставила, что они стали солдатами универсальными, абсолютно универсальными. И танцуют, и поют, и нарисуют, и сошьют, и приготовят. Собственно, все это, конечно, если ты с утра до вечера, то есть все это видишь воочию, и все это пропитывается, собственно, с молоком, как говорится, да, и, ну... И в один из дней потребовалось вечернее платье на выступление. Да, мы все активные, то есть я и мои сестры, и сестра, она, ну,
в школьных мероприятиях и в качестве ведущего, то есть и в вокальном ансамбле она занималась, то есть постоянно обновление, собственно, нарядов, потому что в одном и том же Мы не как-то любим выступать. Да, Мы не любим девушки. Мы любим поэтому выступать. платье пригодилось на, по-моему, на новогоднее какое-то мероприятие, ну, точно зима была, и я взял у тети швейную машинку электрическую, и вот прям долго не, ну как долго, ну пару часов не подходил, ну боялся, потому что когда давишь на лапку, да, на педаль, то есть там надо и скорость, то есть как-то чувствовать, прочувствовать. А когда ты этим никогда не пользовался ранее, то есть я не знал, то есть я боялся, я думал, все, вот все пальцы там прошью, одной строчкой боялся, но как-то это осилил и раскроил из чудной ткани, из глубокого синего оттенка. Вот мне показалось, что это платье вот мечта. Так она же одела и вот выступила, а потом уже прошло сколько-то лет, я потом узнал, что это была обыкновенная подкладочная ткань. А мне тогда она показалась прямо шелком, вот струящимся натуральным. Но я пошил, она великолепно в этом чувствовала себя, то есть выступила, провела концерт, и, собственно, вот мое первое изделие. Значит, ваша первая клиентка была ваша родная сестренка. Родная сестра, да. Вот пока вы рассказывали историю, вы нарезали, а я молча вам вот помогла и сложила вот таким образом лепестки. Вот наши лепесточки, наши да? И что теперь? Так, и сейчас вот с изнаночной стороны мы просто прокладываем здесь шов, а потом мы вывернем. То есть это будут как кармашки, как сумочки. Потом мы когда вывернем, уже увидим, то есть объемный лепесток. Я могу сразу приступить. Давайте. А имеет значение количество лепестков? Или вот четное, количество нет. нечетное? Из-за того, что ткань она плотная, то есть достаточно такая толстая ткань, поэтому нам много лепестков не нужно. Мы не делаем там розу вот большого размера, то есть мы сделаем там в виде броши. Да, аккуратный такой цветочек. Хорошо. Это обыкновенная электрическая бытовая машинка. Я люблю, то есть мобильное оборудование, хотя у меня есть и промышленные машинки, но в отпуск я езжу, например, вот со своей машинкой. Я еще оверлок беру, с 2 коробками езжу. В отпуск? В отпуск, да, и с 4 детьми. Это чудно. Так, а зачем в отпуск машинка? Это же такой дополнительный... Я везде, где бываю, я обязательно заглядываю в магазин тканей. Так, потому что там что-то я произвожу, я шью, разрабатываю и шью эксклюзивные вот предметы гардероба, а когда то есть занимаешься, то есть изготовлением штучных товаров, то есть в интернет-магазине я не обращаюсь, то есть мне оптовая поставка, то есть крупную партию мне нужна, мне то есть для одного изделия там 3, 4, 5, 6, ну в зависимости от модели вполне хватает, и я вообще привык к ткани вот, ну, на ощупь, потому что ну, бывали случаи, да, вот через интернет, там, через знакомых где-то заказывал. А на потом... картинке одно, а по факту Конечно, ожидание да. реальность, да? Поэтому где бываю, я всегда заглядываю в эти магазины и что-то обязательно беру. А когда в наличии есть материал, причем выбранный вот как горячий пирожок, только что купленный. Я же сразу представляю, что это вот будет в итоге, да, и, конечно, вот, ну, не втерпешь. Вот мне надо в тот же вечер сразу начать, чтобы завтра увидеть результат. Поэтому с машинкой езжу. Удивительно. Я впервые слышу такое, чтобы дизайнер брал с собой инструмент, да еще и на отдых. Я пробовал и арендовать там на месте, и у кого-то там через знакомых, у кого-то одалживать. Но это, во-первых, ответственно, потому что один раз я у знакомой
транспортировке потерял лапку, а эта лапка была какая-то, ну, не знаю, уникальная конкретно для чего-то, для какой-то ткани. Я потерял, а в магазине не нашел, поэтому просто пришлось извиниться. Ну, она знает меня. И чтобы такого не повторялось, езжу Теперь со со своей своей. машинкой, да. Эти сантиметровки, ножницы, все это я прекрасно упаковываю и все беру с собой. А, И каждый год я, конечно, езжу на свою малую родину, в Чурапчу. Я сам из Чурапчи, и то есть летом, когда приезжаю к своим родным, хочется и маму там чем-то новым там порадовать. И сестры мои такие же активные остались, поэтому и их надо. удивить новым Да, нарядом. да, да. Вот вы очень интересно шьете, как-то все соединено одной ниткой. Ну, я за рациональное использование материалов, за экономию. Если там каждую брать, то есть вот с каждого лепестка вот столько вот нитки выбрасывается. Ну и так быстрее. И мы, значит, строчим, каким образом отступаем от края ткани где-то От края ткани, полмиллиметра, да, наверное? Полсантиметра. Да. Ой, На сантиметра, ширину да. лапки. Вот поставил, то есть иголка здесь регулируется, вот на самый крайний, на крайнюю шкалу я поставил, и, ну, чтобы этот припуск был узкий. Вот вы сшили платье, сказали, чуть ли не вручную. А можно ли вот такой лепесток изготовить, ну, с помощью нитки с иголкой, если нет машинки? Конечно. Ну, наверное, это будет дольше. Это будет дольше, но это будет полезней, я бы сказал, с точки зрения, ну, когда шьешь, то есть это же и мелкая моторика, и вот эти вот все точки. Я в этом особо не разбираюсь, конечно, но это все полезно. Мелкая моторика у вас Да. развита. А вы пробовали сами как-то вот приготовить такой вот, допустим, ну, что-то подобное изделие? Я очень помощью- люблю заниматься именно мелкой работой, мелкой ручной работой. Я люблю вышивать бисером. Бисер, стеклярус, это вот мое, настолько мое, что я вот в неделю, да, что-то вот раз в неделю что-нибудь там ручной шью. То есть и это и элемент там одежды, аксессуар, украшения или полноценное, то есть изделие полностью там где-то местами там расшитое. Поэтому это дело я обожаю, я знаю, что это мое, и это мое предназначение. К этому я пришел в 40 лет. И ну, до этого я в предприятиях работал. Как человек советского воспитания надо работать, надо учиться, надо прилагать все эти силы, возможности, чтобы быть в кругу людей, да, чтобы Трудиться, ну, на благо общества, на благо государства общества, родного. да. А потом у меня с детства, то есть моя мечта, это вот какая-то вот своя студия, свое вот производство. И вот в 40 лет я решился все-таки начать реализовывать свою розовую мечту. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. У нас всего их 11 получается. Нам надо еще? Или- Нет, этого вполне достаточно. Просто вот из-за того, что ткань плотная, лапка вот проваливается, поэтому как-то вот медленно у нас получается, но из другой ткани намного быстрее, конечно. Но мы сейчас вот осознанно добиваемся именно вот объема, поэтому именно поэтому остановили, то есть, свой выбор на этой ткани. Ну, немножко медленно, но ничего.
прекрасно общаемся. Да. А если такую розочку для декора сделать, допустим, из шелка? В таком случае, что вдруг у кого-то из наших То есть телезрителей из шелк есть? таких деликатных тканей, конечно, это смотрится совсем по-другому, да, то есть здесь вот матовая поверхность, Да, а там шелк, уже он как бы сияние будет некоторое. сияет, то есть и глянет, и лоск, да, все, но работы чуть больше, потому что мы взяли ткань, никаким образом не обработали сразу, то есть раскроили и собственно, вот приступили к работе. А если такие деликатные, декоративные, там, нарядные ткани, то это надо, конечно, продублировать, то есть дублерин, там, ну, клеевую ткань. То есть это работа и с утюгом, собственно. Ну, вот. Красота. Красота. Даже То есть похоже они, чем-то. они, то есть разного размера, то есть окончательный вид у нас примерно мы точно такую же нить соберем, гирлянду, и все это вот таким вот образом все вместе соберем, и уже у нас получится розочка. Как? Ну вот вы сказали, что в 2024 наступившем году в качестве декора такое вот актуально какие-то Объемные цветы. объемные цветы. А какого цвета? Да ладно, я за кадром выбрала яркий желтый. Там. А вот вообще, в принципе, Ну, в этом году актуальны там зеленый оттенок. Есть вообще вот в мире существует институт цвета, Пантон, и он определяет, этот институт определяет вот, то есть какой цвет будет актуален именно вот в предстоящем году. В декабре прошлого года, то есть изучив все предпочтения, там они учитывают вообще настроение, то есть население Земли, то есть не только вот конкретного региона, да, они вот анализируют все, какое предпочтение, там, еда, туризм, даже политические какие-то аспекты. В общем, цвет этого года персиковый. о, нежный. Нежный, да. Мы вывернули. И вот Что дальше? такие вот у нас вот, да, вот такие Колпачки, я бы шапочки, да, у сказала, нас шапочки получились. Это лепестки. Вообще здесь можно и как бы утюжить, то есть паром обработать, но тогда лепестки у нас потеряют объем, а я предлагаю все-таки оставить, потому что ну, цвет такой приятный, и хочется сделать не только там визуально объемный, но и как-то вот вкусную деталь хочется сделать. Вот как эти, ну, пирожные, макароны. Здесь нам надо определить, то есть По какому порядок, принципу будем да. складывать, да? От большего к меньшему. Вот так вот, так. И это у нас Совсем, малыши. малышки. Так, все, я начинаю. И мы начинаем с мелких. Да. Это будут, то есть внутренние, и вот, большие внешние будут. От маленького к большему, и получится у нас объемный цветок. Да. Так быстро. Ну, да. Быстро, Буквально 3 ловко. стежка на Да. одну малышку. И Натягиваем. натягиваем, собираем, и они у нас уже красиво. Уже, Уже да. и как-то вкусно смотрится. Уже тут я вот думаю, что можно камушек поставить, бисером пройтись, да, вот уже фантазия где-то играется. Да. Как часто вы свои изделия декорируете вот какими-то вот дополнительными элементами? Стараюсь всегда. Вот всегда. Каждое изделие я предпочитаю. Ну, это, собственно, я творец, да, художник, и у меня есть Свое перед видение? собой право, то есть определять как, чем, сколько, насколько. Поэтому я всегда за кропотливый труд, потому что это в итоге всегда придает именно вот уникальность изделию.
И ну, ручной труд, он всегда, во-первых, и ценится, это как бы ну, эксклюзивность придает. И Да. вот такая вот у нас Вот получилась мы уже собрали. Да, гирлянда. красивая. И вот мы просто вот заворачиваем. По кругу. Мгм. Ой, так По спирали. И вот у нас как легко. Не прошло и Вот. 10 секунд. красота. А как это сейчас мы должны зафиксировать? Тоже ниткой Ниткой, по низу, да, цветка? да, то есть вот где ну, за края Мгм. вот припуски просто грубыми, большими там, стежками Стежками. Мгм. собираем. Мне кажется, такие цветочки надо создавать, даже обучать девочек в школе на уроках труда. Вроде не просто, Мгм. вернее не сложно, а как красиво. Это удивительно. Вы Ну даете? и к тому же, когда человек занимается вот такой работой, вот как изготовление, допустим, вот этого цветка, да, это когда человек, когда сидит сам с собой, он же еще, то есть и анализирует, то есть это своего рода Медитация. медитация, да, собственно, ручной труд, и вот эти вот точки на пальцах. Вы проводите мастер-классы вот среди, может быть, детей, школьников или среди взрослых? Не на постоянной основе, но по запросу, конечно, я с большим удовольствием провожу, потому что это, ну, я делюсь своими знаниями, своим опытом и получаю, то есть, обратную связь, то есть это и общение, это и знакомство. Согласна. Ну, наш цветочек готов. Наш цветочек готов, то есть здесь можно на термоклей посадить, то есть кусочек кожи, там замши, и можно вот петлю, Мгм. булавку, да, приклеить, либо пришить, и можно как вот Ну вот элемент. из такой ткани, я думаю, можно прикрепить даже и к пальто, к верхней Да, одежде, то да, есть где-то? украшение головного убора, то есть и пиджака. Ой, я вот прям вот уже вижу, что Мгм. красиво. Почему бы и нет? Спасибо большое вам, Лев, за такой вот чудесный мастер-класс и за такое прекрасное изделие. Я думаю, что наши телезрительницы обязательно воспользуются таким простым, но и эффектным способом украсить себя либо свой верхний гардероб.